Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы поделимся с вами новостями профсоюза работников образования нашей республики и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. В Русском драматическом театре имени Лермонтова и в Доме профсоюзов торжественно чествовали лучших работников образования. «Учитель пред именем Твоим» – героиня рубрики «Учитель русского языка и литературы» Бинойской основной школы Заира Демельханова. В Грозном завершился турнир по мини-футболу среди команд техникумов и колледжей республики. В селении Майртуб Курчалоевского района провели семинар для начинающих учителей с целью повышения профессиональной компетенции молодых педагогов. Среди множества профессий учитель всегда стоял и стоит на особом месте. Нет на земле человека, который бы добрым словом не вспомнил своего учителя, давшего путевку в большую жизнь. Однако каждый учитель достоин не только любви и уважения своих учеников, но и признания его достижений в педагогическом сообществе. В начале октября в Русском драматическом театре имени Лермонтова в Доме профсоюзов торжественно чествовали лучших работников образования, поощряли и радовали культурной программой. День учителя Чеченская Республика из года в год отмечает по-особому торжественно. Ярким выходом на сцену Русского драматического театра имени Лермонтова солистов детского ансамбля открылся праздничный вечер. Исмаил Байханов поблагодарил главу республики за поддержку и внимание, которое он оказывает в сфере образования. В этом году в регионе открылись 20 новых школ. До конца года планируется ввести в строй еще 6 общеобразовательных учреждений. Помимо этого, на ближайшие годы в регионе запланирована масштабная работа по созданию новых учебных мест. На главе угла и вопрос повышения качества образования. Выступая перед собравшимися, глава республики отмечает, важная роль в становлении личности ребенка принадлежит учителю. Именно он является тем человеком, который закладывает основу для духовного, морального и нравственного воспитания. Поэтому сегодня на учителях лежит большая ответственность. Daar zo toch daar is het daar wel dan daar zo'n metje daar дихает zo'n лечо daar is het daar. Медали и звания главы Чеченской Республики получили лучшие работники, внесшие весомый вклад в развитие системы регионального образования. Медаль за заслуги перед Чеченской Республикой была вручена председателю Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Хизиру Герзелиеву. Указ главы Чеченской Республики за значительные успехи в развитии образования Чеченской Республики многолетний добросовестный труд награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Герзелиев Хизир Магомедович, председатель Чеченской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Признание на таком высоком уровне заслуг руководителя профсоюза образования Чеченской Республики Хизира Герзелиева перед обществом и республикой достойно особой оценки. Сегодня профсоюз образования, благодаря последовательному и высокопрофессиональному руководству, стал крупнейшим отраслевым профсоюзом республики. Его деятельность признана одной из лучших на всем постсоветском пространстве. Более 60 тысяч членов и 800 первичных профсоюзных организаций объединяет на сегодняшний день профсоюз образования Чеченской Республики. Торжественно чествовали педагогов и в Доме профсоюзов. В праздничной обстановке собрались лучшие воспитатели и педагоги учреждений дошкольного и общего образования, активисты профсоюзного движения республики, чтобы отметить Всероссийский день воспитателя и всех дошкольных работников и Всемирный день учителя. Открыл торжество и выступил на нем с вступительным словом председатель профсоюза образования Хизир Герзелиев. «Сегодня мы отмечаем сразу 2 знаменательных праздника», — сказал он. «И мне хотелось бы от всей души в связи с этим поздравить с ними воспитателей и дошкольных работников, а также всех учителей республики». Герзелиев напомнил этапы возрождения образовательной системы послевоенной республики, которая, начав практически с нуля, имеет сегодня более 309 детских садов и 470 образовательных школ, в которых трудятся десятки тысяч воспитателей и педагогов. Почетные гости также выступили перед педагогами с поздравлениями и наилучшими пожеланиями. Затем состоялось награждение большой группы активистов профсоюза, учителей и воспитателей почетными грамотами и денежными премиями Министерства образования, Комитета правительства по дошкольному образованию и профсоюза образования.
Под занавес торжества перед его виновниками выступили с концертом коллектив девичьего вокального хореографического ансамбля «Фирдаус» под управлением народной артистки Чеченской Республики Рашаны Алиевой. Учитель, пред именем Твоим. В этой рубрике мы рассказываем вам об учителях, педагогах, воспитателях, посвятившим свою жизнь делу воспитания и обучения подрастающего поколения. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Веденский район, чтобы рассказать вам об учителе русского языка и литературы Бенойской основной школы Заире Демельхановой. Один из самых живописных уголков нашей республики – Веденский район, а именно небольшое селение Беной. Здесь расположилась маленькая, но очень уютная основная школа села. 4 кабинета, 7 учителей и 34 ученика. 18 лет назад, сразу после получения педагогического образования, Заира Демельханова пришла в свою школу уже в качестве учителя. За время моего преподавания я научилась понимать детей. Я научилась видеть их мечты. Я пытаюсь понять их пространство, то, чем они живут. И в то же время я понимаю, что дети не могут вставать на мою точку зрения. И я должна смотреть на вещи с их позиции. Самое главное – обучение детей, я считаю, научить этого ребенка использовать полученные знания жизни. Заиру 3 года назад назначили директором ее родной школы. Пусть школа небольшая, коллектив немногочисленный, но ответственность все равно большая. Раиса Шидаева – непосредственный руководитель Заиры Увейсовны. Она периодически приезжает из районного центра для ознакомления с текущей работой и оказания методической помощи педагогическому коллективу. Заира очень хороший педагог, потому что она заинтересована в результате своих детей и все старается делать для того, чтобы у детей были знания, чтобы они были развиты, и во всем им в этом помогает. Ася Татабаева преподает математику в школе. При этом 3 года является председателем первичной организации. Заиру знает давно и по праву гордится успехами своей коллеги и руководителя в одном лице. Это человек с большой буквы и широкой большой души. Очень хороший руководитель, очень хороший товарищ. Заира работала с нами до того, как она стала руководителем школы. И она знает все проблемы, с которыми сталкивается теперь сегодняшний учитель. Дети для нее как свои собственные. И с утра до ночи она тут с детьми. Одним из важнейших решений в своей жизни Заира называет решение участвовать в конкурсе «Учитель года». Действительно, для сельского учителя это непростое решение. Да, решение участвовать в конкурсе было для меня нелегким. Во мне шла борьба страха и желание проверить себя, свои возможности. И все-таки победило желание развиться. Оно преломилось через мой страх и уже превратилось для меня в неиссякаемый источник энергии, откуда я черпаю силы для улучшения качества работы. Когда объявили, что у меня больше баллов, я должна идти уже на республиканский уровень, мне уже было немножко страшновато, конечно, но уже отступать было некуда. И вот на республиканском этапе 52 участника, лучшие учителя всей республики. И я понимала, что здесь уже будет очень непросто, все достойные. Первое, что я почувствовала, когда объявили, я уже поняла, когда выявили 4 лауреатов, поняла, что 5-м уже остаюсь только я. Вы знаете, я не могу сказать, что я была рада. Я просто испугалась, потому что понимала, что мне нужно идти уже на всероссийский конкурс. Это было для меня непривычно, тем более, что всю жизнь проучиться, прожить в сельской школе, где общее количество детей никогда не превышало 40 человек, в таком маленьком коллективе и выйти на такой уровень, для меня было действительно очень страшно. Но я поняла, что мне все-таки нужно себя проверить, что стоять на месте нельзя, человек должен двигаться вперед, развиваться. Особенность Заиры в том, что она пошла дальше других. Она стала много читать литературы методической, она стала интересоваться многими вещами в интернете,
общаться с другими преподавателями, плотно общалась с преподавателями из института. И это ей все помогло, в принципе, прийти к конкурсу «Учитель года». Участие в конкурсе, желание участвовать, она проявила сама и сказала: я буду участвовать в этом районном конкурсе. И, в общем, выиграла его, и мы ее направили на республиканский конкурс, где она тоже нас не подвела. Учитель не может останавливаться на достигнутом. Он, как и его ученики, должен всегда совершенствоваться и находить новые стимулы для вдохновления своих подопечных. Заира все еще учится. Она повышает свое мастерство в стенах Чеченского педагогического университета. Теперь на ней, как на победительнице конкурса «Учитель года-2016», особая ответственность. Участвуя в конкурсе, поняла, что разница не то чтобы между сельскими, городскими, нет разницы вообще между учителями. Мы обговаривали, мы обсуждали разные проблемы, делились впечатлениями, обменивались опытами. Все-таки это были лучшие учителя со всей страны. Я поняла, что у нас одинаковые проблемы, что у нас одинаковые задачи. Разницы я не вижу никакой. На уроке русского языка всего 8 учеников, но это даже к лучшему. Учитель может уделить много внимания каждому из них, проверить знания и убедиться, что все поняли сегодняшнюю тему. На какие две группы делятся все части речи? Самостоятельные и служебные. Расскажи, пожалуйста, о каждой из них поподробнее. Заира Уайсовна, не думаю, что она строгая, она добрая очень, и я рада, что она мой учитель. Она всегда задает нам интересные задания, например, узнать побольше о каком-то рассказе или о писателе. Учитель должен любить детей, он должен обладать педагогическим тактом, он должен верить в своего ученика. То есть сам учитель должен быть импульсом, сподвигающим ребенка на самосовершенствование и саморазвитие. Потому что ребенок больше мыслит образами, и слова на него не так действуют. Он подражает нашему образу жизни. То есть важно создать ту атмосферу, в которой он наблюдает настоящего учителя со всеми присущими человеку высокими духовно-нравственными качествами. Труд учителя ни с чем не сравним и не сопоставим. Учителю надо трудиться годы и годы, чтобы увидеть результат своего творения. Образованного человека с широким кругозором, активной гражданской позицией, умеющего принимать самостоятельные решения. Самое главное для учителя – это быть составляющей личностью, считает Заира Демельханова. Только тогда педагог сможет завоевать уважение и воспитать в ученике творческую личность, подлинной духовности и интеллигентности. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Каждый день профсоюзные юристы отвечают на вопросы работников образования. Правозащитники ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на другие вопросы. Подлежит ли оплате больничный лист, сданный уже уволенным работникам? После увольнения больничный лист работнику может быть оплачен по его последнему месту работы, но для этого есть несколько обязательных условий. Первое. На прежнее место работы нужно обратиться не позднее 6 месяцев с момента увольнения, а дата начала болезни должна захватывать 30 календарных дней с момента увольнения. Второе. Больничный лист после увольнения оплачивается лишь тем сотрудникам, которые не устроились на момент болезни на работу. И третье условие – это должен быть больничный лист на самого уволенного работника, а не по уходу за ребенком или за пожилым родственником. Требования оплачивать дни нетрудоспособности уволенным работникам прописаны в Федеральном законе об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности. С какого возраста можно начинать работать в школе учителя? По общему правилу, установленному в статье 63 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовой договор может быть заключен с работником, которому исполнилось 16 лет. Однако статья 331 того же Трудового кодекса предусматривает, что к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз.
Этот образовательный ценз установлен статьей 46 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, где указано, что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, или же профессиональным стандартам. Таким образом, теоретически с 16 лет человек имеет право заниматься педагогической деятельностью, однако в этом возрасте получить необходимое образование маловероятно. Я работница обслуживающего вспомогательного персонала и получаю зарплату минимального размера оплаты труда. После налоговых удержаний на руки я получаю и того меньше. Поясните, пожалуйста, удерживается ли подоходный налог с зарплаты уровня минимального размера оплаты труда? Если да, то в каком размере? Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом указанная статья, а также и весь налоговый кодекс в целом, не предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ в том случае, если размер заработной платы работника равен минимальному размеру оплаты труда. Поэтому НДФЛ с вас будет удерживаться в общем порядке, то есть в размере 13%. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу, адрес на экране. В Грозном завершился турнир по мини-футболу среди команд, техникумов и колледжей республики. Этот праздник для юных любителей популярной игры организовал профсоюз образования республики. Смотрим сюжет. На мини-футбольной площадке Грозненской академии футбола «Рамзан» завершился турнир студенческих команд учреждений среднего профессионального образования по мини-футболу, организованный профсоюзом образования. Главное не победа, а участие. Этого принципа на данном турнире придерживаются все его участники. Проигравшие поздравляли с победой соперников и становились в ряды болельщиков. На старт турнира вышли участники 18 команд. Сильнейший коллектив определяется по олимпийской системе, когда проигравший выбывает, а победитель продолжает свой путь по турнирной сетке. В итоге двухдневных состязаний победителем турнира стала команда Аргунского государственного механико-технологического техникума. И обладателем ежегодного турнира по мини-футболу 2016 становится Аргунский государственный механико-технологический техникум. Показавшая и мастерство владения мячом, хорошую тактику игры, напористость и волю к победе. Вторым призером соревнований второй год подряд, кстати, стала команда Грозненского техникума профессиональных технологий, финансов и права. Бронзовый приз увезли с собой футболисты Грозненского технологического техникума сервиса. На торжественной церемонии награждения победителей и участников турнира по мини-футболу председатель Чеченской организации Общероссийского профсоюза образования и науки Хизир Герзелиев отметил хорошую физическую подготовку студентов. Их умение достигать поставленной цели, их студенческую солидарность, что, несомненно, им пригодится не только в спорте, но и при участии в деятельности профессионального сообщества. Молодцы, вы показали очень хорошую, азартную, профессиональную игру. Я думаю, что так надо вам и дальше продолжать. Я рад за Аргун, рад за Заводской район. Вы тоже молодцы. Сегодня финальный хороший матч показали. Кому-то больше повезло Аргуну, а в принципе оба достойны были команды. Студенческий совет профсоюза образования, как активный организатор спортивного мероприятия, преследовал цель привлечь как можно больше обучающейся молодежи, стремящейся не только к достижению высоких результатов в учебе и спорте, поддержанию своего здоровья и физической подготовки, но и активно участвующей в общественной и конкретно в профсоюзной жизни коллектива своих учебных заведений. Игроков сборной Грозненского технологического техникума сервиса также чествовали в стенах родного техникума. Поздравить команду с заслуженным почетным третьим местом в присутствии обучающейся молодежи в актовом зале собрались работники аппарата Рессовета профсоюза и администрации СУЗа. Призерам турнира вручали вымпел, дипломы и ценные призы. Молодой педагог в современной школе. Так звучит заголовок одного из докладов семинара, проведенного для начинающих учителей в селении Майртуб Курчулоевского района. Организаторы поставили перед собой цель – повышение профессиональной компетенции молодых педагогов. Для помощи начинающим учителям в профсоюзе создан и функционирует вот уже несколько лет Совет молодых педагогов, призванный решать основные проблемы, с которыми начинающие учителя сталкиваются чаще всего, оказывать консультативную, информационную и методическую помощь.
Районный семинар «Молодой педагог в современной школе» организовал Совет молодых педагогов Курчалоевского района, а именно в средней школе селения Майртуп. В актовом зале собрались неравнодушные к проблемам учителей-новичков представители профсоюзного сообщества. Подобные семинары помогают молодым перенять опыт старших коллег. Для себя много извлек полезное. И семинаристы, которые присутствовали сегодня на семинаре, очень много полезного для себя получили. Это мастер-классы, это открытые уроки молодых педагогов. Ну и будем практиковать, конечно, и в других районах такие подобного рода мероприятия, семинары, мастер-классы. Мастер-класс «Современный урок в условиях реализации в ГОС», который провела Яха Альбекова, работник районного методического кабинета управления образования Курчалоевского района, привлек внимание всех участников семинара. Итак, девочки, закончили? Давайте мы посмотрим, что вы знаете о воробьях. Читаем. Птица. Воробьи – это птицы, молодец, хорошо. Они перелетные. Да. Организаторы семинара поставили перед собой цель – повысить профессиональную компетентность молодых педагогов и систематизировать знания молодых педагогов по федеральному государственному образовательному стандарту. Здесь сегодня показали опытные педагоги свои мастер-классы. Я планировал этот семинар, чтобы профессионалы поделились своим опытом. Я уверен, что молодые учителя получили новые знания и узнали на этом семинаре много интересного и полезного. Мастер-класс учителя чеченского языка в очередной раз показал, что учиться никогда не поздно. Присутствующие в зале педагоги активно участвовали в занятии и с удивлением для себя узнавали много нового. Молодежь – это ресурс общества, который требует особого внимания. Молодое поколение 21 века позволит поднять экономику страны, сохранить и развить интеллектуальный и профессиональный потенциал, обеспечить достойное будущее. Во все времена своей деятельности профсоюз образования обращал самое пристальное внимание на проблемы молодежи, вовлекая ее в свои ряды, видя в ней продолжателей традиций, зачинателей современных методов работы. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного. Более подробно обо всем вы сможете узнать на сайте ressовет.ру. До новых встреч. Аликюш.